В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Памяти патриарха чеченской литературы. Считаю, что каждый чеченец обязательно должен либо прочитать ее, либо послушать. Это классика. Мы считаем, что это один из самых известных романов. Состоялась презентация аудиоверсии романа «Долгие ночи» Абузара Айдамирова, подготовленная нашей телерадиокомпанией. Культурный код народа. В Грозном подвели итоги конкурса «Знаток чеченского языка» среди студентов и школьников. Имена победителей в репортаже Лейлы Муртазовой. Грандиозная дата. Всех благ, творческих успехов, коллективу, который, несмотря на прошедшее трудное время, все равно театр сохранил свой стиль. Грозненский русский драматический театр отметил 85-летие премьеры спектакля «Свои люди, сочтемся» по пьесе Островского. Очередную группу добровольцев проводили в зону проведения специальной военной операции. Пройдя ускоренный боевой курс на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина, многонациональная группа прибыла в столичный аэропорт, чтобы выдвинуться на передовую. По прибытию бойцы пополнят состав спецназа «Ахмат». Многие из них неоднократно участвовали в СВО. Вопрос обеспечения взят, как и прежде, строго контролирует региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Перед отправкой с напутственной речью выступил председатель парламента Магомед Даудов. Бойцы, на нас возложена задача по защите нашей Родины от тех традиций, которые чужды для нашего народа, для целой нашей страны. У нас народности очень много. Вы сами знаете, видите и слышите, какую пропаганду наши, в кавычках, соседи хотят внедрить в общество Российской Федерации. Но, иншаллах, это у них не пройдет. Вы сами наблюдаете, уверен, что есть и боевые товарищи в зоне проведения СВО. Мы каждый день бьем врага, уничтожаем их, продвигаемся. В частности, легендарный спецназ «Ахмат». Очень хорошие результаты за последние дни и недели. Очень хороший. И, иншаллах, вместе, плечом к плечу, все национальности нашей необъятной страны, все представители всех религиозных конфессий стоят бок о бок, плечом к плечу, как братья. Защищают нашу страну, наше верование, наше будущее. Грозненский русский драматический театр имени Михаила Лермонтова отметил 85-летний юбилей. Премьерой долгожданного спектакля «Свои люди, сочтемся», основанного на пьесе драматурга Александра Островского. Бессмертная комедия рассказывает о мире, где царит обман, и если мошенник бывает наказан, то только потому, что его обманывает еще более хитрый лжец. О честности и ее отсутствии, о неблагодарности и предательстве моя коллега Наталья Депутатова. У истоков создания русского драматического театра имени Лермонтова еще в 30-е годы прошлого столетия стояли знаменитые артисты Советского Союза во главе с Евгением Вахтанговым. Имена многих известных режиссеров и актеров навсегда внесены в книгу памяти грозненских театральных подмостков. Театр, который имеет свои традиции. Театр, глубокие корни, которые уходят во всех культурах, во всех национальностях. Театр, который немало постановок поставил. Театр, который имеет богатую историю своими театральным искусством и своими театральными актерами. Я хочу сказать от имени главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, от имени Министерства культуры, себя лично, всех благ, творческих успехов, коллективу, который, несмотря на прошедшее трудное время, все равно театр сохранил свой стиль,
свою актерскую игру, также с миру по нитке собирать всех актеров, ставить сцены, спектакли, которые в нынешнее время оно очень востребовано для подрастающего поколения, для молодежи. 85-летие театра решили отметить показом спектакля, поставленного по пьесе Николая Островского «Свои люди, сочтемся». На премьеру собрались многочисленные гости. Директор Зарета Осмаева всегда с особой тщательностью и трепетом выбирает то, что будет показано на сцене. Комедии, драмы, трагедии. Самое главное, чтобы у зрителя осталось стойкое желание вернуться сюда вновь и вновь. Репертуар русского театра всегда отличался разнообразием. Создан был в 1938 году, как я сказала, а вот в 1942 году театр был эвакуирован в Красноярский край, в город Канск. И вот свой пятый и шестой сезон они открыли на сцене Канского драматического театра. Что тогда, что сегодня в репертуаре театра спектакли по пьесам русских классиков. Есть современная драматургия. Есть спектакль по пьесе Мусы Ахмадова. Спектакль, который проходит в дни юбилея, очень неоднозначный, по признанию самого режиссера. Это классика XIX века, но, по словам Людмилы Манониной-Петрович, пришлось поработать и над реквизитом, и над костюмами, чтобы добиться нужного эффекта. Я с радостью приняла приглашение на эту постановку. Это настолько важный, актуальный, современный материал, который попадает в пульс нашего времени. Замечательные актеры театра Лермонтова. Я вижу такой профессионализм, такой уровень актерский, то есть это очень хорошие исходные данные, и вот за эти 2 года я вижу такой огромный творческий рост. Перед премьерой все по обыкновению волнуются. Чтобы настроить актерскую труппу на нужный лад, режиссер проводит завершающую репетицию. 1, 2, 3, 4, 5. Немного позже уже перевоплощение в героев. Профессиональные гримеры и костюмеры создают образы, соответствующие той эпохе. Для того, чтобы понять героев, по словам актеров, нужно вжиться в образы. Несмотря на то, что на протяжении всего спектакля некоторые из героев не вызывают у зрителя никаких положительных эмоций, сами исполнители главных ролей пытаются донести все переживания, страхи и эмоции, испытываемые теми, кого играют. У каждого актера свой персонаж, он очень близок, и мы пытаемся подсунуть какие-то свои личные эмоции, какие-то свои личные переживания. Я считаю, что изначально, когда спектакль смотрите, моего героя абсолютно не жалко, но в конце, я надеюсь, у меня получится, чтобы зритель заплакал. По окончанию спектакля зрители долго не могли отпустить актера. Зал вновь и вновь взрывался бурными овациями и аплодисментами. Пережил очень красивые эмоции. Спасибо большое руководителю, всем актерам. Вообще было очень хорошие эмоции, получил красивое. Спасибо большое. Завершилось театральное мероприятие торжественным награждением. В честь юбилея Русского драматического театра имени Лермонтова званий «Народный артист Чеченской Республики» удостоились режиссер Ахмед Хамзатов и актер Рудольф Мишаев. Звания заслуженных артистов Чеченской Республики присвоены Али Демишеву, Мархе Авзаевой, Залине Музаевой. Кроме того, ряд сотрудников театра были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами от главы региона и грамотами Министерства культуры субъекта. Чеченской Республики за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Чеченской Республики присваивается почетное звание «Народный артист Чеченской Республики» Хамзатову Ахмеду Мусаевичу. Со сцены коллег по цеху поздравили руководители других театров. Это трогательные моменты навсегда останутся в памяти всех тех, кто так или иначе причастен к искусству и драматургии. До открытия нового сезона еще есть время, пока же зрителю предоставляется возможность насладиться данной постановкой. Спектакль «Свои люди, сочтемся» не оставляет равнодушным. История, понятная любому, в прекрасной постановке. Пьеса будет идти до 24 апреля, а позже еще 29 и 30. Билеты можно приобрести в кассе или забронировать на сайте театра. Наталья Депутатова, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Помощник главы республики, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел встречу с делегацией из Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте страны. В
В ходе беседы стороны обсудили поддержку студенческих инициатив, способствующих патриотическому воспитанию молодежи. Одной из таких является проект «Победоносец». По его итогу 14 студентов получили возможность посетить наш субъект и пройти курсы подготовки в Российском университете спецназа. Министр в своей речи особо подчеркнул, что Рамзаном Кадыровым уделяется огромное внимание молодежному направлению и соблюдению религиозных ценностей. В завершении он поблагодарил гостей за визит, любезно вручил всем благодарственные письма от Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Мы гордимся, что мы живем в такой стране, и мы отчетливо, четко понимаем, Рамзан Амач нам ежедневно это доводит до нас, что наша священная обязанность защищать эту страну, национальные интересы этой страны, потому что здесь комфортно жить. Нам, в частности, мусульманам, соблюдать религию, опять же, ценности, традиционные, религиозные ценности. Еще раз вам благодарность за ваш проект, за то, что вы уделяете внимание, слышите и слушаете студентов, в том числе из Чеченской Республики. Отрадно слышать, что они организовывали экскурсию. Большие молодцы. Будем еще больше направлять к вам студентов. В Республиканском доме печати презентовали аудиоверсию романа «Долгие ночи» чеченского классика Абузара Айдамирова, над которой с прошлого года работала наша телерадиокомпания. Любителям литературы открывается возможность прослушать эту книгу продолжительностью 28 часов. Озвучку осуществил известный поэт и журналист Косум Аспанов. Уроки патриотизма, мужества и нравственности, заложенные в романе «Титаны чеченской литературы, не подвластной смерти». Репортаж Турпалали Тайсумова. Абузар Айдамиров. Этот легендарный чеченский писатель внес неоценимый вклад в родную литературу. Он автор множества произведений, которые переведены и на русский язык для широкой аудитории читателей. Самое известное из них – это роман «Долгие ночи», описывающий события в нашем регионе середины 19 века. ГТРК «Войнах» провела кропотливую работу по созданию аудиоверсии данной книги. На это ушел целый год и труд профессиональных сотрудников телерадиокомпании. На презентации собрались официальные гости, представители творческой интеллигенции, помощник главы Чеченской Республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил команду, работавшую над созданием этого творческого шедевра. Его озвучивал поэт и журналист Косум Аспанов. Сведением звука и оформлением занималась инженер монтажа Хадижат Аслаханова. Аудиокнига. ويناخ تلفزيوني دي شوان مسألة شون ديريز خلا شو طيع دقو يخش خنشو أحيا جدا قاستن أوصم هنا ديريز خلا حاز غش شيء تكون خاص خيط ملخة دق فيديو ويق مير برياشكا ومخدا وش مير برياشكا دق يلوي أقول عقوي يشتو صوت إذا حاز دولش خلجوان هذا خيط مسألة خاص خيط بعض جديش قدال دقو أول أحيا دول قدال شيء بعدول هربوق بالبوط طان ديره خشوا دولوين طبعا ليش زمان شو عبيش بول باخر وعلى تعشت إخوي وش تحيانا بول مش خنا لدوا يشوا شربوا شو باقي شو تعبوا قوة هي جيها وين بتصير منتج يشخل جار قشوا كيوجا على الروزان بلنا وش مصدر إيش لقبلش بنا ديرز خيوشونا دال دخول دال وين نوتش موات وين ما أروي ما كان رمزان عشان نوتش موات برج بوزي نوتش موات بيتي توي مصباح هرشكا ويجاز عنا نوتش موات بيتي بيش لقبلش بو تحقق حيوش دو قدو نوتش موات بيت وين مسار هي جديد نوتش موات عام بيش تحقق وين ما أرد عدا شو نوتش مش شو علاقة يكندر مخدس إيشود عادي أرزدش خينها إيشود عادي أرزره نوتش موات بيت رياح بوزي رياح برج برياح Еще одним событием стал день рождения газеты «Даймохк», единственной выпускающейся исключительно на чеченском языке. Ахмед Дудаев поздравил руководство печатного издания с их праздником. газет خزع لقرش يعني يدوخ يوبوس كات ديش تيجي بيلش بيش حديك كمان دو حبيتي بيلش بيش بيلش وشادش دال دي أولويل. В
ходе церемонии награждения благодарственными письмами были поощрены сотрудники ГТРК «Вайнах», авторами создания аудиокниги «Долгие ночи» Коусам Аспанов, Хадижат Аслаханова, ведущая радиоотдела Зарета Ларсанова и шеф-редактор службы радиовещания Иман Ларсанова. В свою очередь, дочь Абузара Айдамирова, Машар, также удостоилась награды за свой вклад в развитие и популяризацию родного языка, ведь она тоже писательница, каким был ее отец. Qasdan Rozanina, Osmina, Duqlerin Borbin Volch, Mosoda Lachana, Sidol, Meli Dulit. Коусаму Аспанову принадлежит голос аудиоверсии романа. Он поблагодарил министра и всех гостей за проявленное внимание и высокую оценку. Свою речь закончил словами из книги «Долгие ночи». Dünyana tanna halqa gorwatta magiyarta toqarda qarurdat söylege stogalliq tsaduğuş tolirdu lettal işçaq doğuşdu illeti sonuç o yurkambuş o dikniste uluqları sonarso çtet suqat aktör wat ot balxana oğlu sakvat Taqa işte Abu Zari diyoruz o. Çünkü ant Muhammed'e maaşarası işte ala şahinler aizi yaşıyor. Erçi diyor sert diyor Allah'ına. Bu al bina sayı baluço. Aşol dikwa izyiyoruz sol dikwa sonra khiyataş nakhir bu nakşaş nuqa. Yoqatiga bu al beş zaman şu son bilgal. Daqlar tanna ağır, xalo yoç, yeşam boç, mosu kiyapar o naqvastala deş. Sigaq ayaqın yolşol, inek baqın yolşol. Ruzana teleradyo компании директор. Из-за цуна баркала урдарсу. Главный редактор газеты «Даймох» Кбуэйсер Шамсудинов рассказал, что Абузар Айдамиров был человеком великого творчества. В памяти он останется примером для подражания каждого, кто захочет связать свою жизнь с литературой. Baqal noqti duaq oyala yoçşa tanzulmi noq bowolin chunna tsuyu qarum shal yawash yar wala kiza dam ulawai ya ta yoshta ya hel masa sabiru wal istolar so ugur kwertin ot olshlarga ot romania boşte keşi dertse ha lamnishkat asya al wellarga noqchu chunna sha dinyan chur ta'vali yolshul marshu öşyat bo için kwert. Директор ГТРК «Вайнах» Рузанна Веселаева отметила, что это первая подобная работа, проведенная телерадиокомпанией, и успешный релиз будет мотивировать продолжать труд в данном направлении. Считаю, что каждый чеченец обязательно должен либо прочитать ее, либо послушать. Это классика. Мы считаем, что это один из самых известных романов, и поэтому первая книга – это именно «Долгие ночи», но на этом телеканал, телерадиокомпания не намерена останавливаться. В дальнейшем мы будем озвучивать другие известные романы и книги. На сцене состоялась в том числе небольшая концертная программа, после чего гостям были вручены экземпляры романа «Долгие ночи». А ведь мало кто знает, как создается аудиокнига. За красивым чтением скрывается колоссальная работа, проводимая в студии. Запись голоса – это непростой процесс. Пока диктор читает строки, звукорежиссер следит за чистотой речи, чтобы на фоне отсутствовали посторонние звуковые элементы. Только так слушатель может погрузиться в сюжет и насладиться произведением. Турпал Алита Исумов, Магомед Басаев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Сегодня общественно-политическая газета «Даймох», выпускаемая на чеченском языке, отмечает свой день рождения. 101 год назад был выпущен первый номер. В столице прошла акция по раздаче очередного издания водителям, которые также приурочили к грядущему дню чеченского языка. Журналисты совместно с сотрудниками Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации раздали около 100 экземпляров. Издание со дня основания находит положительные отклики у читателей. Несмотря на то, что интернет-ресурсы прочно закрепились в быту, печатные СМИ сохраняют свою актуальность.
Das Ahmad Ramza stemma diller zu or noch chuchna noch chimat bitsin za asha noch chimata oile sharder mel saudalit noch chimata dol demo gazeta way noch respublikir bagar flash tas diyoqsh ishoran daqachich babulin baf bukhardal mugla balqo wayn ta doq oqdir do way qom yuqa noch chimata yo sahu shwolchon yo shardir do noch chimata yazil Lukšvočin, jazda amor šardir do el dogtiešna uso iš tedoštol noći met diansani vai mekda amataji Ramzan de qalwa la arsun iš noći respubliki qom politiki arha zayni zarban qabi ministr da amad de qalwa la arsun. В Институте развития чеченского языка подвели итоги республиканского конкурса «Знаток чеченского языка». Он проходил среди учащихся образовательных организаций общего, среднего, специального и высшего образования. Испытания стали отличной возможностью для участников продемонстрировать свои знания родного языка, узнать что-то новое и получить ценные советы от экспертов. Репортаж Лейлы Муртазовой. Пройдя испытательные этапы, участники конкурса Нохче-Метангозенча собрались вновь, чтобы побороться в знании родного языка. В зале Института развития чеченского языка собрались республиканские школьники и студенты, а также преподавательский состав. Поприветствовал гостей директор образовательного центра Муса Авхадов. Nochtjimotlerna osdeka west bal bes west bakens bos west halhabel disako ketch bes ibol cer qida bait nochtjimot dasagadita al shoyol shdan lah dik balgana dik dok oyla yolsha dal halga meledol igolk iqochto oshpet do dal la istkhid do ela tisko undacha imot Moch am dal qulshtu dal dildol homa voy alsh qadirshtu zum dele alsh pabirshlar babirsh voy nochchimat zum dele dal voy etto birgu. Это последнее испытание интеллектуального мероприятия, состоящее из 3 этапов, в рамках которого участники должны были подготовить стихотворение на чеченскую тематику, сделать анализ произведения и рассказать о своем родном селении. Оценивали молодых людей компетентное жюри. В его состав вошли ректоры, деканы и другие представители образовательной сферы. Du iragers, humie chuizeria, bizam ahbuts, biakai, shahli, handega merz, merza bumosna, shabiza chunna, ламана шоуданал, ценабуи. Одна из дошедших до финала конкурса является Амина Сасаева, студентка 4-го курса Чеченского государственного института имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. С ранних лет проявляла любовь к родному языку. Она отметила, что подобные мероприятия помогают постоянно развивать и не забывать чеченскую речь. تقاهنس طولا بيخش خصخي تردر قزع قوس معداء لعصرت هنا إذا بق اعتو بو يحك عم بو نوختي ماتت سيولات خي يش خاش سودا خليها حديك قحيجا اعتو болша. В этом году в состязании приняли участие 1500 человек со всей республики. В финал вышли 10 человек. Среди них победу разделят на 1-е, 2-е и 3-е места. Отметим, что данный конкурс будет иметь ежегодный характер. Участникам осталось пройти состязание 3-го заключительного этапа, после чего определятся победители. Отметим, что в этом году конкурс проходит только среди школьников и студентов. Лейла Муртазова, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Соблюдение правил дорожного движения – главный критерий безопасности. Правоохранительные и надзорные органы регулярно проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения. Также на постоянной основе осуществляется информирование водителей об административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий прокуратура Гудеремесского района разместила вдоль трасс муниципалитета информативные баннеры с предупреждением о необходимости соблюдения скоростного режима и ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Сотрудники призывают быть бдительными, не нарушать правила и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения. Информируем водителей транспортных средств, что в соответствии со статьей 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность водителей за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортными происшествиями, влечет наложение административного штрафа в сумме от 1000 рублей и выше, а также лишение права управления транспортным средством. Призываем всех участников дорожного движения быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения, в особенности скоростной режим. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.